Majesty's pretty nice girl. Someday I wanna make her mine. Oh yeah, someday I wanna make her mine. Это очаровательная песенка Beatles, самая короткая в их репертуаре. Длится она около минуты. Вы не поверите, но примерно столько же времени потребовалось мне, чтобы протестировать свое здоровье и психоэмоциональное состояние при помощи аппаратно-программного комплекса Rofus. Когда мне предложили снять рекламу этого удивительного прибора, я решил, что я должен сначала сам разобраться в принципах его действия и оценить его полезность. Методика электропунктурной диагностики применяется при подготовке космонавтов уже более 50 лет. Врачи военных и космических НИИ используют его для наблюдения за здоровьем космонавтов и офицеров специальных подразделений. В конце прошлого столетия методика шагнула в широкую практику и стала доступна гражданскому населению. Уже более 1,5 десятков лет специалисты используют профессиональный прибор Rofus Consultant. Опыт, накопленный инженерами в ходе разработки и эксплуатации, позволил создать устройство, пригодное для домашнего, семейного использования. То, что раньше было сложным и требовало участия специалистов, теперь стало портативным и доступным каждому. Rofus можно назвать мобильным телефоном для связи с организмом. Ведь он небольшого размера, всегда под рукой, а главное, не требует специальных медицинских знаний. С помощью Rofus мы можем протестировать общий уровень здоровья, то есть ваши адаптационные возможности, а также 3 параметра психоэмоционального состояния: уровень стресса, уровень усталости, уровень невроза. Rofus очень удобен в использовании. Он тестирует по одной биологически активной точке на запястье, не требует специальных навыков, очень прост в эксплуатации. Но, впрочем, чем говорить об этом, лучше показать. Итак, сначала подключаю прибор к компьютеру или планшету и запускаю программу. Обрабатываю влажной косметической салфеткой внутреннюю поверхность запястья в местах контакта электродов с кожей руки и электроды измерительного блока. Затем размещаю прибор таким образом, чтобы его активный электрод, он расположен здесь, совпал с биологически активной точкой МЦ7 на запястье левой руки, здесь. И нажимаю на кнопку прибора или на клавишу «Измерить» в программе. Программа сравнивает полученные показания с эталонными ритмами, свойственными организму здорового человека. Результаты тестирования выводятся на экран в виде оценок состояния организма. Оценки ставятся по 5-бальной шкале и окрашены цветами от темно-зеленого до красного. Темно-зеленый цвет означает, что все отлично, а светло-зеленый – хорошо. Желтый же цвет – это удовлетворительно. Он сообщает, что в организме не все в порядке. Есть повод задуматься. Возможно, нужны профилактика, отдых, уменьшение нагрузок. Оранжевый цвет – это плохо. Красный – очень плохо. Идут опасные процессы, которые могут привести к болезни. Необходимо снижение нагрузок, повышенное внимание к рациону, к режиму. При постоянном повторении этих оценок нужно обратиться к врачу. Каждая оценка сопровождается подробным и понятным комментарием. Программа прибора позволяет сохранять в моем личном профиле и сравнивать результаты проведенных тестирований, показывая динамику состояния того или иного органа или системы на графиках, выявлять таким образом тенденции. Кроме того, к каждому тестированию можно добавлять комментарии, отмечая самочувствие или фоновые события тестирования, прием биологически активных добавок, физическую нагрузку, стрессовую ситуацию, любые события вашей жизни. Это позволяет действительно всесторонне оценивать уровень реакции организма на внешние раздражители. После тестирования я был удивлен, как быстро, точно и просто работает Rofus. Вывод. Буду использовать его регулярно, чтобы вовремя захватить проблему, если она возникнет. Ведь своевременное обращение к специалисту-врачу на ранней стадии заболевания почти наверняка гарантирует выздоровление. В спорте данный прибор помогает нормировать нагрузки на тренировках. В обычной жизни можно регулировать также режим сна, режим питания, ведь у разных людей разные свои проблемы со здоровьем. В моем спорте, учитывая сгонку веса, данный прибор показал, что нужно нормализовать мое питание. В конце месяца у меня будут соревнования, к которым я также готовлюсь с помощью данного прибора. Делаю измерения до тренировки и после, чтобы увидеть, как я переношу нагрузки. Для спортсмена это, я считаю, неотъемлемый атрибут, можно сказать уже, для подготовки
да и не только для людей, которые занимаются также фитнесом, чтобы нормировать свои нагрузки, ведь люди по-разному одинаковые нагрузки переносят. Этот аппарат, который нужен каждому для профилактики, для диагностики и для сохранения своего здоровья. Мы определяем своего рода запас прочности нашего организма. Готов он или не готов, да? То есть мы определяем слабое звено, слабое место, там, где ниточка может порваться. Для чего нам это надо? Да? Это с целью профилактики каких-то заболеваний. То есть мы проводим преддиагностику. Мы протестировали несколько групп пациентов. Это были дети раннего возраста, школьники и более уже старшего возраста, то есть это подросткового. И в 90% случаев у нас совпали, да, те жалобы, с которыми обращается на данный нам прием пациент, да, и с теми, которые мы делали в конце уже приема тестирования. Этот прибор, он нужен в каждой семье. Как мы привыкли измерять артериальное давление? Еще лет 10 назад это казалось казуистика. Ну зачем? Ну пришли на прием к врачу, ну и померили. Сейчас же определенные возрастные категории этот тонометр имеют дома. Также аппарат Rufus, он займет достойное место в аптечке каждого. Мне в первом экземпляре сразу заинтересовала, в общем, идея. Просто она такая невероятная. Я не врач, и очень много занимаюсь здравоохранением. Вот 20 лет был губернатором, и здравоохранение я вел лично. Поэтому, значит, мне врачи говорили, что они больше меня называли главным врачом Свердловской области, потому что я очень много сделал для Свердловской области, и сейчас это дает свою отдачу. И когда мне показали первый раз, я сразу понял смысл. Значит, что это прибор очень нужный. И вот вы сейчас правильно сказали, семейный. Это домой взял, и всю семью можно смотреть, не надо в больницу ходить и так далее. Я думаю, что перспективы не ограничены. Мы должны, самое главное, людям показать ценность этого прибора. И я думаю, что надо будет и по телевидению договориться показать, и показать всю технологию, чтобы люди уже по телевизору видели о том, что как им пользоваться. И когда они это дело поймут, то я думаю, что каждая семья купит себе. У нас в нашей области 1,5 миллиона семей. Значит, если даже 30% возьмет, вы понимаете, это 500 000 надо. То есть этот прибор, он нужен очень. Итак, подведем итоги. Rufus – это инновационный прибор для ежедневного контроля состояния здоровья, различных влияний на организм человека. Он не ставит диагноз, но заставляет нас задуматься о себе, о своем образе жизни, избегать чрезмерных нагрузок и выбирать путь ежедневной заботы о своем здоровье и здоровье своих близких. Это во-первых. Во-вторых, он позволяет своевременно обратиться к доктору, к нужному вам специалисту. Ну и к тому же Rufus – это автономный прибор. Им можно пользоваться решительно везде. В машине, в поезде, в любой точке земного шара. Ведь Rufus – это мобильный телефон для связи с организмом. Вы помните, что эта очаровательная песенка Beatles, самая короткая в их репертуаре, длится не более минуты. Но за это время можно успеть сделать очень много, как вы уже убедились. Rufus – надежно, просто, достоверно.